знаете, что существует общепринятая мировая практика, которой пользуется Организация Объединенных Наций или ЮНЕСКО, объявляя тот или иной год годом кого-то или чего-то. Ну, например, 1998 год объявлен годом океана. А вот ЮНЕСКО 1997 год, который вот вскоре закончится, объявила годом нартов. Нарты – это древняя народность, а потомками нартов считаются адыги. Адыги – это самоназвание, и адыгами себя называют адыгейцы, черкесы и кабардинцы. Ну, естественно, что у каждой народности или у каждого народа есть свои обычаи, свои традиции, свои праздники, свои специальные торжества. И вот сегодня мы поговорим о обычаях, традициях, а точнее этикете адыгов. Дело в том, что этикет их достаточно сложен. Это естественно, он вырабатывался веками, он менялся, он видоизменялся, дополнялся или наоборот какие-то вещи уходили. Но как бы там ни было, ученые, специалисты, этнографы считают, что этикет адыгов очень сложен, ну и сложность его равна, например, сложности этикета японцев или французов. В судьбе Кавказа было немало драматических коллизий. Периоды романтизации и возвеличивания сменялись очернительством и гонениями, и хотя во все времена о нем писали и говорили предостаточно, многие страницы его великой истории, как прошлой, так и современной, остаются малоизвестными, а то и вовсе закрытыми. Откроем же ту из них, что начинается со слова «адыги». По одной из версий, адыги – это люди солнца, ибо дыга называют здесь то, что приносит свет. Страна Черкесия была их родина в прошлом, потому и сами адыги известны миру как черкесы. Территория древней Черкесии охватывала все западное побережье Черного моря, а также центральный и северо-западный Кавказ. После столетней русско-кавказской войны, развязанной царской Россией, и насильственного переселения в Османскую империю, на родной земле осталось всего лишь 3% адыгов. Сегодня потомки мухаджиров, черкесов проживают в 56 странах мира. Наиболее многочисленные диаспоры адыгов находятся в Турции, Сирии и Иордании. Адыги, потомки нартов, являлись законодателями мод и распространителями этикета. Адыгский этикет, или адыга-хабзы, как говорят здесь, был хорошо известен и русским ученым, и всей просвещенной Европе, называвшей адыгов рыцарями гор и французами на Кавказе. Я прожил долгую жизнь и могу сказать, что если два адыга отправились в путь, бросить одному другого, невзирая ни на какие обстоятельства, считалось невозможным. Когда ссорились и расходились двое, и один хотел вернуть другого и говорил: «Вернись ради Бога», это не так действовало, как если звучали слова «Вернись, ты же адыг». Значит, есть в адыгстве какая-то тайна, которую трудно постичь и передать. Конец 20 века. На древней земле адыгов старое и новое пребывает в извечном споре. Архитектура семейных отношений издревле строилась здесь на единении рода, который собирался весь от мала до велика, когда надо было решить какие-то конфликты, помочь в беде, разделить радость. А что может быть большей радости, чем первый шаг наследника? С камня, символа прочности, начинается его путь. И первый выбор, который ему предстоит сделать, происходит на глазах у всего рода. Возьмет ножницы, будет портным, книгу – учителем, уздечку – лихим наездником. Какой будет судьба, известно лишь Всевышнему. Но людям всегда хочется заглянуть в будущее. На мальчика всегда возлагались большие надежды. Адыги говорят: проступок одного мужчины
может опорочить честь всей фамилии, а слава одного мужчины возвеличивает весь род. Великий классик заметил, все счастливые семьи похожи друг на друга, а все несчастные несчастливы по-своему. А теперь попробуем заглянуть в традиционный кабардинский дом, куда недавно пришла невеста. Момент, когда молодая и старшая хозяйки притираются друг к другу, всегда чреват недоразумениями и даже конфликтами. Народная мудрость изобрела любопытнейший способ их разрешения. Чтобы сохранить равновесие между домочадцами, невестка некоторое время не должна видеться и общаться со старшими. Чтобы пути их не пересекались, при ней неотлучно находится кто-то из младших. Семейный этикет предписывал величайшую терпимость по отношению к новому члену семьи. Кружево взаимоотношений плелось очень деликатно. Смотри, чтоб молоко не убежало, а то корова может обидеться, молока давать не станет. Лишь в иносказательной форме свекровь могла высказать невестке замечание или же дать совет. Впрочем, об иносказаниях отдельный разговор. Подобно японской, традиционная адыгская культура несет в себе особый мир иносказаний и аллегорий, понять который может только посвященный. Из поколения в поколение передаются загадки Маличипх, олицетворяющей в нардском эпосе женскую мудрость. Говорящей иносказаниями, она заставляет нартов ломать голову. Иносказание не что-то музейное. Современные черкешенки пользуются ими и сегодня, но мудрейшая Маличипх остается непревзойденной. В наибольшей мере иносказания проявляются во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, закрытость которых вызывает множество кривотолков, вроде того, что женщина Кавказа угнетаема и унижена. И в самом деле трудно понять, почему в традиционной адыгской семье муж и жена, независимо от того, живут ли они вместе первый год или уже позади золотая свадьба, не то что не выказывают никаких чувств, но в присутствии третьего даже не называют друг друга по имени. Это этикет предписывает абсолютную сдержанность при посторонних. Когда нет свидетелей, и только один Аллах свидетель, мужчина и женщина относятся друг к другу совсем по-другому. Тайна отношений между мужчиной и женщиной остается между ними. Хотя адыгов называют французами на Кавказе, не в их характере говорить комплименты, столь распространенные у парижан. Словесные комплименты заменены здесь знаковыми. Все танцы, которые, значит, есть на Северном Кавказе, и при всех многочисленных каких-то вот выходах мужчин, если этот выход обращен к женщине, он обязательно идет на поднятых пальцах. Ну что выше еще этого есть? В адыгском языке есть много такого, чего нет в других, и в то же время кое-что отсутствует. Например,